Деятельность Минтруда Ингушетии в 2023 году была направлена на обеспечение социальной стабильности, повышение благополучия и соцзащищенности жителей Ингушетии, отмечает глава ведомства Хаджибекир Муталиев, открывая коллегию. В частности, проводилась работа по увеличению мер соцподдержки граждан. Реабилитированным гражданам производились компенсационные выплаты на бесплатный проезд раз в год туда-обратно железнодорожным транспортом на сумму 7 272 000 рублей. Непрограммные расходы в рамках реализации мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг производились льготным категориям граждан на сумму 722 840 800 рублей. Уровень общей безработицы в Ингушетии, по данным Роструда, составил более 27%. Это в 9 раз превышает среднероссийский показатель. Причины таких цифр – низкий уровень оплаты труда, теневая занятость. О результатах работы Министерства по снижению напряженности на рынке труда и мерах по повышению уровня занятости населения в 2024 году рассказал заместитель министра Адам Хашагульков. Представлено исполнительным органом госвласти, Минтрудом Ингушетии сформирован итоговый прогноз кадров потребных на рынке труда на 7-летний период. Заявлена потребность 75 организаций республики, специалистов различных направлений составляет 2074 человека, что позволит предусмотреть в системе образования республики необходимые направления подготовки специалистов различных уровней. Снизить напряженность на рынке труда призвана программа социальной помощи на основе социального контракта. В 2023 году в Ингушетии соцконтракты заключили более 2000 человек. Помощь оказывается сразу по 4 направлениям: поиски работы, содействие индивидуальным предпринимателям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и для развития личного подсобного хозяйства. Всего в 2023 году из плановых 2158 контрактов заключено 2449 контрактов. Процент исполнения составил 114. Общий охват граждан в рамках заключенных 2449 контрактов составил 10 244 человека. В ходе исполнения заключенных социальных контрактов по мероприятию осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, это самозанятые и индивидуальные предприниматели, регистрирующие, зарегистрированы 1271 гражданин. Из них 122 состояли на учете в качестве безработных граждан, по результатам которых они сняты с учета. Заслушав докладчиков, первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов отметил ряд проблем, в числе которых и проблема теневой занятости. Более 3000 человек в этом году нам надо легализовать, правильно, да? Задача это очень сложная, потому что не первый год и прокуратура, и инспекция труда, и другие институты работают над этой задачей. Обсудили на коллегии задачи на 2024 год, в числе которых меры по обеспечению занятости населения и сдерживания роста уровня безработицы. Минтрудом и правительством разработан и утвержден комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения. Тамара Хашагульгова, Али Зязиков, Магаз 24.